Меня зовут Фарид Убатуллин, я возглавляю туркменскую инициативу по правам человека и также руковожу сайтом «Хроника Туркменистана». Наша основная деятельность – это, конечно, мониторинг ситуации с правами человека в Туркменистане и то, что мы называем средства независимой информации – это наш сайт, а также наш еще один ресурс – это Turkmen Dissident TV, через который вы сейчас меня смотрите. Это интервью записано в конце 2009 года, буквально перед началом 2010, поэтому, пользуясь случаем, я хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом, пожелать вам в этом наступающем году очень много всего самого хорошего и прежде всего оставаться оптимистами. Конечно, раз на рубеже годов, так скажем, можно подвести итоги и уходящего года. Если говорить о Туркменистане в целом, то я бы назвал этот год годом потерянных надежд, потому что очень много было сделано такого, что в принципе перечеркнуло те ожидания, которые возникли в первые 2 года нового руководства Туркменистана, когда были обещаны реформы, когда были обещаны сделать шаги к демократизации туркменского общества. В этом году как раз таки шаги были сделаны в обратную сторону. Очень много представителей международных организаций, представителей программ Европейского Союза не смогли получить въездные визы в Туркменистан и не были допущены в Туркменистан. Туркменские граждане, молодые ребята и девушки, которые обучались в зарубежных вузах, не были выпущены из Туркменистана. Опять-таки не попали в Туркменистан около полусотни волонтеров Корпуса мира. Вынуждены были уехать из Туркменистана врачи без границ. То есть вот эти произошедшие вещи как раз таки очень наглядно демонстрируют то, о чем мы, собственно, и предупреждали уже заранее наших коллег и многих дипломатов из демократических стран о том, что пока ничего не говорит, что туркменские власти собираются менять систему управления страной. Она осталась такой же, как и была при Ниязове. И все те объявленные реформы и шаги носят в основном косметический характер. Что касается нашей работы, это, конечно, видимая часть нашей работы, это наш сайт «Хроника Туркменистана», где мы размещаем информацию из Туркменистана, информацию о том, что нам пишут наши читатели, потому наш сайт и называется «Хроника», потому что это не какая-то конкретная газета, это именно хроника, то есть день ото дня, показывающая жизнь обычных людей в Туркменистане. Естественно, мы получаем информацию из различных источников, из официальных, из неофициальных. Мы передаем и новости. То есть это один из очень немногих ресурсов в интернете, который позволяет читать эксклюзивные новости из Туркменистана. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что мы не чувствуем конкуренции, а как раз таки конкуренция, если бы она была, она бы способствовала тому, чтобы наша работа становилась лучше. Тем не менее, мы получаем критические замечания, критические письма, и мы все это пытаемся анализировать. Действительно, есть очень хорошие предложения, мы пытаемся внедрять их в жизнь. Вы, наверное, заметили, что изменился дизайн нашего сайта. У нас появилась страничка на туркменском языке. У нас все чаще публикуются отзывы читателей. Сейчас идет работа над созданием форума, потому что об этом просят очень много читателей. И в дальнейшем, я надеюсь, с вашей помощью, с помощью читателей, с помощью вашей критики, замечаний, эта работа будет продолжена, и в итоге хроника Туркменистана будет становиться лучше, и удобнее, прежде всего, для читателей. Пользуясь случаем, я, конечно, благодарю всех, кто пишет и критические материалы, и кто пишет, просто нас благодарит, или нам сочувствует, или нас морально поддерживает. И всегда мы готовы и рады любым письмам, поэтому призываю вас, пишите нам, пишите в виде ваших писем, пишите в виде очерков, как вам удобно, как вам интересно. Все они будут размещаться на наших страницах. Что касается работы туркменской инициативы по правам человека, конечно, наше основное направление – это мониторинг ситуации с правами человека в Туркменистане и подготовка различных отчетов, основываясь на результатах нашего мониторинга. Мы продолжаем это делать и будем делать это и впредь.
потому что такие доклады очень и очень востребованы, прежде всего в таких организациях, как ООН, Евросоюз, ОБСЕ, другие международные структуры. И опять-таки, к сожалению, других организаций, которые готовили бы, туркменских организаций, которые готовили бы подобные доклады, практически нет. И нам приходится заниматься этим не потому, что мы сами этого очень хотим, просто потому, что это надо делать. Эта запись идет накануне праздников, даже в дни праздников, поэтому я не буду углубляться очень в нашу скучную, монотонную работу. Просто, пользуясь случаем, еще раз хочу всех поздравить и надеюсь, что это наша встреча не последняя. И если будут конкретные вопросы, я как-нибудь еще раз сделаю интервью с самим собой, а точнее вопросы будут ваши, ответы мои, и это уже будет более развернутое интервью. А сейчас всего доброго, оставайтесь с нами.